После того, как я сказала, что русским пока не стоит ездить в Грузию до тех пор, пока там открыто оскорбляют нашего президента, а на улицах устраивают русофобские митинги, пока там развешивают наклейки и надписи вот такого рода, пока официанты позволяют себе издеваться над клиентами, делая вид, что не понимают русского, мне начали писать директ грузины о том, что я не права. И когда у них заканчивались аргументы в споре, они мне зачем-то начинают припоминать Абхазию. Мне так и нравится, пытаются припоминать свою же позорную черную страницу истории, вместо того, чтобы каяться вообще. Ну, давайте вспомним вместе, раз подзабыли. Я освежу вашу память. Начнем. Давайте разберем, как Абхазия оказалась в составе Грузии. Начнем с того, что Абхазия никогда не была в составе Грузии по своей воле. Этот факт, который грузины предпочитают не афишировать. Абхазия вошла в состав Грузии по решению властей СССР Иосифа Сталина и Лаврентия Берии. В 1931 году Абхазскую ССР преобразовали в автономную республику и включили в состав Грузинской ССР. И что сделали грузины сразу после этого? Они начали притеснять абхазский народ. В школах Абхазии запретили обучение на абхазском языке. Детей насильно переводили на грузинский. Закрывали абхазские школы и делали их грузинскими. Это называется уважением к культуре, я правильно понимаю? Это называется братским отношением? Нет, это называется культурным геноцидом. Дальше больше. В 1990 году Абхазский Верховный Совет принял декларацию о государственном суверенитете, что привело к расколу с грузинской фракцией. А в 1992 году Грузия отменила Конституцию Грузинской ССР и восстановила Конституцию 1921 года, где Абхазия даже не упоминалась как автономия. Абхазия ответила восстановлением своей Конституции 1925 года, где провозглашалась суверенным государством. 1992 год грузины развязали войну против абхазов. 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии под предлогом охраны железной дороги. Вторжение было тщательно спланировано. Операция имела кодовое название «Меч». Что они сделали? Они захватили столицу Сухум, оккупировали часть территории и с первых же часов начали террор и физическое уничтожение мирного населения. Не только абхазов, но и представителей других национальностей, проживающих в Абхазии. Были сожжены Абхазский институт языка и литературы и Центральный государственный архив с ценными историческими документами. Эдуард Шеварднадзе, тогдашний президент Грузии, утверждал, что абхазские власти готовились к войне. Но интересный факт. На 14 августа была назначена сессия Верховного Совета Абхазии, на которой планировалось обсудить проект нового договора с Грузией о равноправных федеративных отношениях. Заседание так и не состоялось. Его прервала грузинская агрессия. Война, которую грузины проиграли, длилась 413 дней. Абхазский народ, поддерживаемый добровольцами с Северного Кавказа, стал на защиту своей земли. Несмотря на то, что грузинская сторона многократно нарушала договоренности о перемирии, Абхазия выстояла. 16 сентября 1993 года абхазские войска перешли в наступление и уже 27-го освободили Сухум. Грузинская группировка была разгромлена, а 30 сентября абхазская армия вышла к реке Ингур, государственной границе с Грузией. 2008 год. Грузины снова напали и снова проиграли. История повторилась. Михаил Саакашвили, тогдашний президент Грузии, решил восстановить территориальную целостность силой. 8 августа грузинские войска напали на Южную Осетию, обстреляли Цхинвал, убили мирных жителей и российских миротворцев, что является казусом Белли. Что говорят международные комиссии? Независимая международная комиссия под эгидой Евросоюза пришла к выводу: причиной войны стало неоправданное военное нападение Грузии на Южную Осетию. А военный ответ России был законным, поскольку носил оборонительный характер. Даже европейские эксперты признали. Грузины развязали эту войну. Россия, как гарант безопасности, защитила Южную Осетию и Абхазию. И 26 августа 2008 года Россия официально признала независимость Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Это было актом восстановления исторической справедливости. Абхазия до сих пор не входит в состав России. Она независимое государство, признанное Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и другими странами. Грузины не признают этого факта, но это их проблема. И при всем этом они еще смеют открыть рот по поводу войны, которую сами развязали, которую проиграли и в которой творили зверства против мирного населения. Друзья, когда грузины начинают вам говорить про оккупацию, спросите их: кто первым вторгся в Абхазию в 1992 году, кто напал на Южную Осетию в 2008 году, кто убивал мирных жителей, сжигал архивы и закрывал абхазские школы, кто нарушал все договоренности о перемирии. Ответы вы знаете, и они знают. Поэтому, когда у них заканчиваются аргументы, они цепляются за эту тему, как за последнюю соломинку, потому что больше им крыть нечем.
Тысячи людей стали беженцами в результате войны в Грузии. По некоторым данным, десятки и даже сотни тысяч. Среди гражданских, имевших несчастье попасть под перекрестный огонь в этом конфликте, 12-летняя девочка из пригорода Сан-Франциско, Аманда Кокоева. Она была в течение 1,5 месяца в Южной Осетии у своих родственников. Она сидела в кафе, и вдруг стали падать бомбы. 12-летняя девочка, ей удалось скрыться в подвале дяди, и она сбежала в Россию. Удалось добраться до Москвы и сесть на самолет, чтобы вернуться домой. В студии Аманда Кокоева и ее тетя Лора в прямом эфире из студии Сан-Франциско. Рад видеть вас. Добро пожаловать домой. Спасибо. Я не могу даже представить себе. Сидишь в кафе, и вдруг начинают падать бомбы. Расскажите, что это такое, когда начинается война? Я действительно очень испугалась. Я не знала, что происходит. Мы просто сидели внутри, и вдруг на улице начали бегать люди. Я так испугалась. И что вы сделали, куда пошли? Мы позвонили дяде с телефона в ресторане, потому что наши мобильники не работали. Мы позвонили, и он приехал и забрал нас к себе домой. И мы всю ночь просидели в подвале. И всю ночь падали бомбы. Я не видела, но прежде чем рассказать дальше, я хочу сказать, мы бежали от грузинских войск, которые бомбили наш город. Но не от русских войск. Я хочу сказать спасибо русским войскам, вы нам помогли. Где ваши родственники, как они? Некоторые из них, мои двоюродные братья и сестры в Северной Осетии, они в безопасности. Но моя бабушка и некоторые мои дяди все еще там. И мы ничего не знаем о них, живы ли они. Эта война, я не могу себе даже представить. 12-летняя девочка проходит через все это, и это должно быть ужасно. Да, это было ужасно. Я хочу сказать по телевидению, я хочу, чтобы все знали, кто виноват в этом во всем конфликте. Эту войну начал господин Саакашвили, и он агрессор. Это тот, кто на протяжении 2 дней мой народ, осетинский народ, убивал, бомбил. Около 2000 человек умерло. К сожалению, мы уходим на рекламу на несколько секунд. Мы вернемся в студию. Я знаю, вы этого не хотите слышать. Мы сейчас вернемся через секунду. Добрый день, снова Сан-Франциско. Эта программа окончилась минуту назад, но я хочу дать вам 30 секунд. Ну, давайте. Хорошо. Мой дом в Южной Осетии, где я жила. И мы можем винить только одного человека, и грузинское правительство. Я не виню грузинский народ, я виню грузинское правительство. Ну да, это как раз то, чего хотят русские. У меня больше нет времени, было бы, дал бы, есть 5 секунд. Спасибо, это была маленькая девочка из Сан-Франциско. Я понимаю, что в войне есть